Книга Ташидондок и Сергея Батоевых «История рода Бадмаевых, основоположников в тибетской медицины в России». Глава 2. Родственники Петра Бадмаева среди нас. Текст от авторов читает Баир Дугаржапов, ведущий научный сотрудник Агинского национального музея имени Гамбажап Цибикова. Часть 17. На основе рассмотренных государственных архивных документов и полученных сведений из различных архивов жителей Таптаная мы дополнили материалы, касающиеся семьи Бадмаева-Будды. Итак, представляем документ, составленный 1 ноября 1893 года Агинской степной думой. Бадмаев Будда родился в 1845 году. Почетный шулинга. А что такое шулинга? Это чиновник низшего звена управления в Монголии и стоявший во главе племени или рода. И почетный шулинга Будда Бадмаев не имел классного чина. Был заседателем Агинской степной думы. Не был награжден знаками отличия, а вероисповедание был буддийского. Содержание, то есть заработную плату, не получал, а работал на общественных началах. В хозяйстве имел юрту и занимался скотоводством. А Будда Бадмаев воспитание и образование получил в Агинском приходском училище, где окончил полный курс наук. Так, с 11 июля 1879 года за номером 4911 по выбору общества и указом господина военного губернатора Забайкальской области был утвержден в должности старосты Илинского родового управления. И успешно Будда Бадмаев исполнял свою должность. Он добросовестно собирал с подданного населения ясак, то есть налоги, и другие повинности. Так, неоднократно он получал благодарности от Забайкальского областного управления. По выбору коренного населения Агинского ведомства и указом господина военного губернатора Забайкальской области был утвержден заседателем Агинской степной думы за номером 3473 от 28 июня 1885 года. По выбору общества и приказам господина военного губернатора Забайкальской области, опять тут номер 348, Будда Бадмаев был утвержден главой Барон-Хуацайской и народной управы 19 января 1895 года. И резиденцией управы была железнодорожная станция Дарасун. Семья Бадмаева Будды проживала в улусе Таптанай. Жена Тупчинова Ханда 1849 года рождения. У них появилось на свет 10 детей. Родились сыновья Будаев Осар 10 июля 1879 года рождения, Будаев Цириндондок 13 апреля 1881 года, Будаев Циринджа 15 ноября 1882 года рождения, это 1882 года. Будаев Жамьин 10 мая 1884 года рождения и Будаев Базаржаб 1889 года. 10 детей. Появились дочери Будаева Алхамажаб 20 апреля 1872 года рождения, Будаева Шимыт или Чимит 10 июня 1874 года, Будаева Циринма, то есть Циригма 20 мая 1885 года, Будаева Дулмажаб и Будаева Балжима. В 1893 году все дети находились при родителях. И так воспитывались 5 сыновей и 5 дочерей. Следует заметить, что самым старшим ребенком Бадмаева Будды была дочь Будаева Алхамажаб. В 1911 году барон Хуацайского рода младшему сыну Бадмаева Будды Базаржапу исполнилось 23 года. Родился Будаев Базаржап, племянник Петра Бадмаева, в 1888 году, в год быка, в местности Усть-Хандоя. Был простым малограмотным скотоводом,
крестьянином среднего сословия, состоял в родственных узах с большим семейством Бадмаевых и, в частности, со знаменитыми тибетскими врачами дореволюционной России Сультимом Александром, то есть Александром, и Жамсараном Петром. Женой Базаржапа являлась Ачирова Балма. 22 года ей было, она была 1889 года рождения, и была его первой женой, умерла после 17 года. Сыну Базаржапова Даштандоку было 7 лет, дочь Базаржапова Долгор 3 года и сын Бальжанима. Семья имела один дом, одну деревянную и войлочную юрты, 4 лошади и 21 голову крупного рогатого скота и проживала в местности Хондей и Дото-Таптаны. Напомним о родных братьях Базаржапа. На то время Будаеву 32 года было, Будаеву Циринджап 30 лет, Будаеву Циринджап 29 лет и Будаеву Жамин 27 лет. Однажды Петр Александрович Бадмаев увез 4 племянников братьев Будаевых в Санкт-Петербург. Об этом мы упоминали выше. С ними был также сын Бадмаева Дамдина, брат Бадмаева, то есть, это Бадмаев Дамдин, это брат Петра Бадмаева. Дамдинов Ешинима, который не принял другую веру и вернулся домой в Таптанай. Младший брат Будаевых Базаржап остался в семье. Таким образом, из 4 племянников Петра Бадмаева выжили 2. Это Николай Николаевич, то есть Осар, и Владимир Николаевич Жамьин. Безусловно, революционные события в России и советская власть создали определенные сложности в жизни Бадмаевых. Мы уже об этом частично писали выше, поэтому вносим дополнение. Дети Николая Николаевича Бадмаева, то есть Осора, Михаил, годы жизни 1913 и 1970, полковник, врач-рентгенолог, Андрей, второй сын, годы жизни 1914 и 1982 годы, подполковник, врач тибетской медицины, Кирилл, третий сын, 1918-1991 годы жизни, профессор, доктор медицинских наук, врач-радиолог. Жена Михаила Николаевича, Молица, была художником. Она родила сына Николая в 1940 году, это 1940 году, который стал архитектором, художником, а от него пошел сын Николай, 1964 года рождения, художник, декоратор по профессии. Воспитали также дочерей: Наталью, 1946 года, фармаколог, Ольгу, 1948 года, скульптор, Ирину, 1950 года, музыкант. У Натальи родилась дочь Мария, у Ирины воспитывался сын Николай. Напомним, у Кирилла Николаевича Бадмаева детей не было. У Андрея Николаевича родились дети: Кира, в 1952 году, будущий художник-живописец, и Николай Андреевич, 1954 года рождения, врач тибетской медицины. У Киры родился сын Андрей. У Николая Андреевича, соответственно, дочери Анна, 1986 года рождения, и Наталья, 1988 года, молодые уже. Владимир Николаевич Бадмаев был женат. Его дети: Людмила Владимировна, 1916 года, врач-гинеколог, и Георгий Владимирович, 1920 года. У Людмилы дочь Светлана, а у Георгия были дочери Любовь и Людмила. К сожалению, православные сыновья, внуки и правнуки никогда не приезжали в село Таптанай Забайкальского края. Суровое время надолго разорвало родственные связи, но сегодня Таптанайская средняя школа носит имя Петра Александровича Бадмаева. Вернемся к семье младшего брата Базаржапа Будаева. Тем временем в Забайкалье установилась советская власть. Будаев Базаржап вступил в колхоз имени 17-го партсъезда Таптанайского сельского совета Дулдургинского района. Его сын от первого брака Базаржапов Дашидондок
Родился в 1904 году, в год дракона, в урочище Усть-Хондай. Его матерью была Ачирова Балма. Дашидондак вырос грамотным, эрудированным человеком, состоял в ВКПБ. Он женился на Юмжир Абгае, почтительное обращение, которая была из Селенгинского района Бурят-Монгольской АССР. Так родились дети Дашидондакова Роза и Дашидондаков Владимир. Они жили в городе Улан-Удэ. Роза имела детей, дочь Лыкжиму и сына Зарикто. Судьба их нам неизвестна. Из рассказа сестры Дашидондока Долгор Линхвоин, как указывалось в девичестве Базаржапова, в 1922 году Базаржабе Дашидондок окончил Хабаровскую партшколу второй ступени, учился в городе Чите. Работал инструктором Агинского райкома комсомола, затем учился в аспирантуре Тимирязевской академии в Москве. Не доучившись, был отозван на работу парторгом в политотдел МТС. В 1925-26 годах Базаржабе Дашидондок, то есть сын Базаржапа Будаева, работал председателем Агинского аисполкома, то есть аймачного исполнительного комитета. В последние годы трудился в системе народного образования. Базаржабе Дашидондок был преподавателем Таптанайской школы крестьянской молодежи. 21 сентября 1937 года Базаржабе Дашидондок был арестован как враг народа. Это постановление от 15.03.1938 года военным трибуналом Забайкальского военного округа 4 июля 1957 года. Тут номер опять за 446 номер. Гражданина Базаржабе реабилитировали посмертно. Старшая дочь Будаева Базаржапа, Линхвоин Долгар Базаржаповна, она родилась в 1908 году в Улусе Таптанай. Матерью была Балма Ачирова. Долгар Базаржаповна Линхвоин удостоена высоких званий ветеран труда и заслуженный учитель Бурятской АССР. По данным Ирданеева, в 1969 году ей было 61 год, и она была по-прежнему бодра, проживала в Улан-Удэ. Она окончила Таптанайскую школу и Агинскую семилетку. В 1927 году Базаржапова Долгор поступила в Бурятский педагогический техникум и после его окончания работала учительницей начальных классов. В 1936 году Линхвоин, то есть Долгор Базаржапова, поступила на географический факультет Государственного педагогического института имени Герцена, затем работала учительницей в городе Петропавловске. С 1941 года Долгор Линхвоин трудилась в Таптанайской средней школе учителем географии, директором школы и инспектором Дульдургинского районного отдела образования. С 1946 года проживала в Бурятской АССР. В 1969 году Долгор Базаржаповна находилась на заслуженном отдыхе. Много ездила, особо интересовалась жизнью родного края и его трудовыми буднями. Она была замужем за учителем Ладоном Линхвоином. Воспитали детей дочь Бальжит и сын Алхасаран. Линхвоин Алхасаран – это знаменитый певец, удостоенный высокого звания народный артист СССР. Его дочь Дарима Линхвоин имеет звание народной артистки Российской Федерации. Другая его дочь, Янжима, стала врачом-стоматологом, была удостоена почетного звания заслуженный врач Республики Бурятия. Также в семье Будаева Базаржап и Ачировой Балмы родился второй сын Базаржапов Бальжанима в Улусе Таптанай. Жена Бальжанимы Жапова Жаргал. Семья воспитывала детей Цепилму, Даши и Дугаржапа. О них сведений не имеется. В возрасте 29 лет Базаржап Будаев вторично женился. Женой стала Ешин Хорла, 1900 года рождения, из Зуткулея. Ее дочь Циринжап, 1925 года рождения, удочерили, и она стала Базаржаповой Циринжап.
Топтанае родились дети Базаржапа, Сарана в 1931 году и Чимитторжи в 1935 году. При неспокойных внешних обстоятельствах семья выехала в местность Зум-Ундур Чиндалецкого сельского совета Тульдургинского района. Там был большой рудник, где работали шахтеры, как русские, так и буряты. Добывали руду вольфрам и молибден. Затем вывозили на автомашинах газ АА на станцию Дарасон. Газ АА, иначе называли полуторка, да. В военное время была такая машина. Построили деревянный мост через реку Иля еще до Великой Отечественной войны. Кстати, этот мост функционирует до сих пор. По сведениям авторов, трижды было наводнение, но все-таки мост устоял перед стихийными бедствиями. По воспоминаниям автора Даштандак Батоева, они возле моста еще ребятишками постоянно занимались рыбалкой. Однако перед войной, где-то в 1940-х годах, случилась авария на руднике со множеством смертельных исходов и увечий. Тогда было решено закрыть рудник. Но начал работать другой рудник в Бурят-Монгольской ССР, в Закаменске. По решению Читинского обкома ВКПБ с мая месяца 1941 года Сиразетдинова СХ была назначена главным врачом и хирургом городской больницы города Городок Закаменского района. Но в августе 1941 года Сиразетдинова была мобилизована в ряды действующей Красной Армии. На этом мы закончим 17-ю часть. Текст от авторов читал Баир Дугаржапов, ведущий научный сотрудник Агинского национального музея имени Гамбажап Цибикова.